ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Две скрипки, фортепиано, флейта, клавесин, колокольчики, гитара и не только. Огромное разнообразие музыкальных инструментов и репертуара им под стать представил квартет Интермеццо. Ухтинский ансамбль старинной музыки на прошлой неделе отметил 30-летие праздничным концертом. Творческий союз Екатерины Лиманской, Сергея Макарова, Анжелики Мелехиной и Александра Лиманского – уникальное явление для республики, единственный в своем роде. В 1988 году они организовали ансамбль на базе первой музыкальной школы. Первый концерт дали уже через год. В 90-х получили звание «Народный», но сегодня играют, преподают в Альма-Матер. У нас в последнее время такой сброс идет вот этого музыкального, знаете, суррогата такого, по-другому не могу назвать большую часть музыкального материала, который я слышу. Вот в нынешние времена у нас, у ухтинцев, есть уникальная возможность приходить, посещать вот такие концерты, где звучит уникальный, качественный репертуар. Процентов на 80 их репертуар – это шедевры музыкального искусства. И мало того, что они работают для современного слушателя, на нынешний день, они сохраняют этот репертуар для будущего поколения, для слушателя нового поколения. Для нас это очень важно. Ежегодно Интермеццо дает своего рода отчетный концерт. К юбилейному на этот раз подготовили прекрасную программу из самых разных произведений. Вторым номером сыграли композицию 16 века неизвестного автора. Она была первой в репертуаре 30 лет назад. А были и такие произведения, что попали в поле зрения экспромтом. Например, Гендель. Первое, с которым мы начинали произведение, «Крест царицы Савской», да? Я была в Питере, там летом всегда проходит скрипка на Невском мероприятия такие большие, каждые выходные в июле. И вот я там услышала это произведение, надо бы нам сделать. То есть это спонтанно. Помимо прочего, в программу вошли Вивальди, Бетховен, одна из самых популярных пьес Баха, ария из сюиты номер 3, старинная известная песня «Зеленые рукава» и многое другое. Концерт растянулся на час с кульминацией в виде произведения «Возвращение с парада». Какие чувства обуревали зрителей после последних аккордов, судите сами. Они уже очень много лет, и поэтому они составляют просто замечательный тандем. Они очень хорошо сыгрались друг с другом, и я думаю, они просто улавливают движения друг друга. Им ведь не нужен как дирижер. Дирижер им не нужен. Они видят друг друга, чувствуют друг друга. Они замечательно сыграны. Я была здесь несколько лет назад с подругой, мы пришли впервые, и я была потрясена, если честно, что у нас... Я не знала, что у нас есть такой ансамбль, чудесную музыку они играли. Программа сегодня была другая. Мне даже слова трудно подбирать, потому что это сказка, просто великолепно. У меня просто внутри такой трепет стоит, и такое волнение, и такая наполненность, просто волшебство какое-то. После концерта музыканты поделились, что, конечно, хочется выступать чаще на разных сценах. В ноябре повезло выбраться в Киров на конкурс камерных ансамблей, а некоторое время назад удачно съездили в Прибалтику. Это тогда было чуть ли не идея фикс. Несмотря на опасения, дескать, как встретят гостей из России, публика приняла тепло. Впрочем, и дома в Ухте зал поддерживает. Видно, что публика такая пришла, не то что подготовленная к именно музыке, а вот пришла получать удовольствие, а не с какими-то там, ну-ка, что вы там сыграете, да, такого вот не ощущалось. То есть публика была открытая, и мы, когда открыты, чувствуется эта аура, идет из зала, и нам и играть легче, хочется и лучше, иногда, может быть, даже чересчур там что-то получается. О планах на будущее и новых эверестах для покорения музыканты Интермеццо много не говорят. Одно подчеркивают: 30 лет исполнительского стажа, конечно, хоть и победа, но уж точно не финальная. На пенсию не собираемся, так что это точно не рубеж.